Москвы в Уфе и проуфу.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщения прочитаны в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро. Здравствуйте, мы начинаем разворот на Эхе Москвы в Уфе. В студии сегодня Елена Черкова. Руслан Валиев, Александр Егошин за звукорежиссерским пультом. Традиционный номер для ваших смс-ок +7 927 304 1051. Можно писать еще и в Телеграм. Пожалуйста, не забывайте подписываться. Трансляции на Ютубе, на Фейсбуке запущены. Нас можно там смотреть. Мы, как обычно, в прямом эфире, поэтому принимайте в нем тоже участие. Сегодня у нас эфир действительно в обычном формате, то есть в первой части обзор прессы, фрагмент программы «Персонально ваш», голосование. Но во второй части немножко необычно у нас все будет сегодня, потому что мы послушаем... Сохраним интригу, нет? Нет, почему? Проанонсировать, наверное, надо. Дело в том, что история с Салаватским роддомом, она уже, скажем, стала не просто нашумевшей, она вышла на федеральный уровень, да, то есть в топе Яндекса находилась даже на первом месте в один момент. И исполняющая обязанности вице-премьера правительства Башкирии Ленара Иванова прокомментировала эту ситуацию, рассказала ее предысторию и точку зрения правительства на вот именно те события, которые сейчас развиваются, а именно на расторжение этого концессионного соглашения. Мы буквально перед началом нашей программы записали с ней интервью, и это самое интервью мы послушаем с вами во второй части нашей программы. То есть оно будет не в прямом эфире, ну вот практически, да, с интервалом там 40 минут между началом записи и непосредственно выходом. Поэтому оставайтесь с нами и присоединяйтесь к нашему эфиру, те, кто еще не решил это сделать. Кстати, смотрите трансляцию в Фейсбуке и на Ютубе, также подписывайтесь на наш канал. А начнем мы нашу программу с обзора прессы. У меня сегодня много новостей с заголовком «Радий Хабиров» и та-та-та. Что ты там пообещал? Первая новость, но про Уфу. Радий Хабиров сообщил о строительстве дома престарелых в Уфе. Интересно, что курировать этот проект будет главный раввин республики. По данным про Уфу, Радий Хабиров об этом заявил во время встречи с Советом по правам человека вчера. Он сказал, что к лету уже к этому в Башкирии появится дом престарелых. Его строительство курирует главный раввин республики. Про Уфу связалась с Еврейским национальным культурным центром, попросила рассказать подробности. Председатель еврейской общины Уфы Михаил Цвик рассказал, что этот дом престарелых появится на территории рядом с совхозом «Цветы Башкирии». Недалеко. Ну, это хорошо, кстати. Планируется, что, ну да, за городом, не в центре. Планируется, что это будет трехэтажное здание, где смогут жить на склоне лет, как пишут наши коллеги, немного поэзии, одинокие люди республики любой национальности. Дом престарелых возводится на средства, которые поступают из различных фондов. Первые посетители уже летом там появятся. Но что это за фонды, к сожалению, не сказано. Интересная пометка такая: люди любой национальности. Ну, а как же могло быть иначе, да? В принципе. Выборная тема у нас выходит на первый план, ну, видимо, неспроста. У нас все-таки выборы в конце концов в этом году, да? Осталось тоже сколько там, 5 месяцев? Да, в частности, «Единая Россия» провела свое собрание, скажем, да, как там у них это называется в партийной терминологии, совет, да, и объявила, что партия проведет праймерис для того, чтобы определиться, а кого же она все-таки выдвинет в качестве своего кандидата на выборах главы региона. Еще одного кандидата от «Единой России». Все-таки они должны формально, видимо, решить для себя, определить, Ради Хабиров должен идти. Или Ради Хабиров. Okay. Но тут есть кандидатуры, например, руководитель предпринимательской организации, скажем, да, «Опора России» Лейсан Николаева, например. Ну, по-любому она выйдет. И еще мэр Кумертау конкурирует. Беляев. Да ладно? Серьезно. Буду голосовать за него, слушай, малая родина. И депутат Государственной Думы, также член «Единой России» Зариф Байгускаров в шорт-листе уже присутствует. Однако, по словам Константина Толкачева, до 11 апреля есть еще время выдвигаться единороссом на соискание вот этой вот должности. А сам Константин Борисович?
Он Не нет. желаете? У него своя работа, много лет, все хорошо. То есть мы с вами увидим вот некий такой конкурентный, я надеюсь, процесс внутри «Единой России», который закончится 26 мая, когда пройдут вот эти вот праймерис, предварительное голосование, и партия определится, кого все-таки она будет выдвигать на выборах осенью. Да, очень неожиданно все это будет, наверное. Вот. Но раз... Да. Да, про выборы заговорили, Ради Хабиров обещал провести честные выборы главы Башкирии. О, Для этого что он сделал? как? Смотри. Некоторые члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека считают, что Республике Башкортостан очень повезло, что руководителем сейчас является именно Ради Хабиров. Коллеги из ПроУФУ начинают материал так. 8 сентября этого года, нам напоминают наши коллеги, выборы главы Башкирии у нас пройдут. Данный вопрос на заседании Радия Хабирова с СПЧ не мог не упоминаться. Заседание Радия Хабирова с СПЧ. Любопытно, что члены Совета посоветовали в Рио главы республики провести максимально прозрачные выборы. Посоветовали. Такие, знаете, Ради Фаридович, мы вот вам советуем все-таки лучше прозрачный, чем непрозрачный. Да, вот все-таки вот хорошо было бы. На это Ради Фаритович ответил, что лучше он организует легитимные выборы, чем на протяжении 5 лет будет, цитата, «хромать и доказывать свою честность». Помимо этого он отметил, что к столетию образования республики пришли уверенные и сильные. Кто пришли? Не знаю, кто-то пришли уверенные и сильные. А дальше все будет хорошо, если руководствоваться нравственностью. А теперь надо проследить причинно-следственную связь. Сразу после этого, практически вечером, на «Коммерсанте» проходит информация, что Хайдар Валеев уходит с должности председателя Центра избиркома Башкирии. Значит ли это, что это действие подтверждает, что при Хайдаре Валееве выборы не были честными и прозрачными? Раз уж Ради Хабиров буквально несколькими часами ранее сказал, что теперь-то они у нас будут такими. И вот тут кадровое решение. Правда, которое официально еще не подтверждено, и сегодня вроде как по данным «Коммерсанта», да, сегодня будет заседание ЦИКа, и это решение должно быть, скорее всего, принято. И вот возникает вопрос, значит ли это, что выборы осенью, которые у нас были, и в прошлом году в марте президентские выборы прошли не совсем честно? Вопрос остается открытым. Что, никогда такого не было. И еще одна выборная тема, также на «Коммерсанте». ЦИК Башкирии тем временем тоже еще продолжает, видимо, работу. Вот в нынешнем составе он запросил средства на веб-камеры и, соответственно, КАИБы. Значит, он планирует использовать на выборах эти самые камеры и КАИБы, понятно, в сентябре. Руководитель администрации главы республики Александр Сидякин на заседании Президиума регионального политсовета «Единой России» об этом сообщил. Значит, о каких суммах идет речь и принято ли Кабмином решение о выделении средств, он не уточнил. Ну и «Коммерсант» напоминает, что последний раз камеры у нас на выборах использовались в 2018 году на выборах президента России и были лишь на 409 избирательных участках. А на выборах в Курултай веб-камер вообще не было. Кстати, возвращаясь и вспоминая выборы президента, вот эти 409 участков, как раз на тех участках, где наши истории с бюллетенями происходили, были оборудованы камерами, но история с запросом этих видеоматериалов так ничем хорошим и не кончилась. Знаешь, для чего они там были? Когда мы выбирали депутатов в Курултай осенью 2018 года, так. камеры много где стояли, действительно. И я смотрела, вот мы же дежурили в эти дни, я смотрела по участкам прям камеры, как это все выглядит. Я смотрела участки Стерлитамакские, например. Камеры устанавливали просто мастера своего дела, потому что они были направлены куда угодно, но не на вот эти вот КАИБы самые, не на урны. Ты не путаешь? Точно про выборы в Курултай говоришь Да. в сентябре? Абсолютно, абсолютно точно, я помню, потому что я смотрела свою школу Стерлитамакскую, еще округи школы, вот где мои родители живут, да, и вот именно эти участки смотрела, камеры прям стояли вот куда угодно, смотрели, но вот КАИБы были, либо вот уголочек было видно, что вот он там есть, да, но не так, чтобы прям на него было направлено. Ну, вот по данным «Коммерсанта» на этих выборах камер официально не было, видать, это были какие-то остатки былой роскоши, и как бы ими никто не занимался, Может включили, быть, в общем, и они там показывали все, что угодно. Возможно. Есть у меня еще одна тема, раз уж мы про школы немножечко затронули. С 1 сентября все школы Уфы перейдут на пятидневку. Все, вот now it's official, как говорится. А с 1 апреля в пятидневном режиме начнут учиться ученики с 1 по 4 класс. Вот уже буквально вот через, там, сколько, 3 дня. Об этом пишет Медиакурсеть. 54% учащихся вот уже с 1 апреля в Уфе перейдут на пятидневку. Об этом на заседании Горсовета заявила замначальника управления образования администрации Уфы Рамиля Шамгулова. Сейчас 20 школ уже работают 5 дней в неделю.
С родителями проводится собрание по согласованию учебных планов. К маю они будут полностью разработаны, а в августе их утвердят, сказала Ишимгулова. Депутат Горсовета Тимофей Вахмин поинтересовался, каков дефицит мест в школах и детсадах и как при условиях нехватки мест можно уплотнить график обучения. Да, вот, об этом говорили, в принципе, когда Хабиров эту идею предложил, что придется уплотнять вот весь этот график и в 5 дней впихивать то, что на 6 дней обычно рассчитано. Рамиля Ишимгулова сообщила, что во вторую смену учатся более 19 тысяч учеников из 118 тысяч всего, которые у нас есть в Уфе. Или по Башкирии, это, к сожалению, не написаны данные по чему. По ее словам, при переходе на пятидневку учебная нагрузка на обучающегося будет уменьшена и составит 32 часа вместо 37, благодаря тому, что будут сокращены количество часов по предметам. У первоклассников нагрузка останется на уровне 21 часа, в начальной школе сократится на 2-5 часов. Кстати, что за предметы, кстати, урезают? Ты не знаешь? Нет, не слышал. Другое дело, я вот вспоминаю свое школьное детство. Я очень много лет учился и во вторую смену, и даже в третью приходилось учиться, когда уроки были по 30 минут, начало занятий в 4 часа дня и окончание в 8. И я вот не понимаю, кстати, почему так стремятся отменить даже элементарно вторую смену. Дети, которые учатся во вторую, в принципе, довольны. Вот сейчас у меня дочь ходит. Было. Вторая смена мне нравилась. Да вообще, то есть ты выспался и пошел, не надо в 7 утра утра проснулся, вставать. уроки сделал на свежую голову, да, какие-то дела сделал, там сходил куда-то. И после школы у тебя еще есть какое-то время, да, то есть день еще не закончился. В принципе, не критично. Я понимаю, когда там школы перегружены, классы огромные и так далее. Наверное, надо что-то там решать. Но когда просто есть несколько классов, которые учатся во вторую смену, кому от этого хуже, не совсем понятно. Тут вот пишут, что когда сокращается вторая смена, во второй половине дня увеличивается количество внеурочных занятий, которые ведутся по 5 направлениям. Это углубление предметов, спортивное, художественное, эстетическое, патриотическое воспитание, куда же без него, и волонтерство. Вот отучился в первую смену, иди волонтери или там, не знаю, углубленно изучай английский. Мы, кстати, так и делали в школе. У меня английский был вот именно в таком плане. Наверное, это хорошо, да, дополнительно, для тех, кому это нужно. Но, опять же, нужно ли это всем ученикам, да, нужно ли все классы этим занимать? Это тоже вопрос дополнительный. Может, кто-то хочет маршировать научиться. Кстати, еще одну тему нашел, вот буквально сейчас, по поводу высказывания Ради Хабирова вчера на одном из мероприятий заседаний вот этих совместных с Советом по правам человека. Оказывается, временно исполняющий главы региона предложил законодательно ввести не более 2 сроков избрания для глав муниципальных органов власти. Уже законодательно. То есть у нас, оказывается, этого не было в законе. Кстати, вот никогда не думал. Ведь подожди, он же об этом в своей речи говорил в декабре, в послании, что не больше 2 сроков муниципалитеты, главы муниципалитетов должны сидеть. Слушай, то есть сидят там по 5, по 10 сроков и ничего не делают. Тогда возникает вопрос, а почему за последние 2 месяца эта инициатива не была внесена и не была принята? Маршрутки же. Маршрутки. А что маршрутки? Маршрутки до сих пор, в общем-то, как ездили, так и ездят. Турникеты то ли будут, то ли нет, до сих пор непонятно, ты кстати. Так думаешь. А на самом деле все решили, просто ты продираешься. Некогда, наверное, было. А сейчас вспомнил про инициативу свою и такого. Кстати, он добавил, что как раз сейчас в Башкирии происходит процесс замены руководителей городов и районов, которые давно работают на своих должностях. И дальше цитата. «Нельзя сказать, что они плохо работают, но мы считаем, что в течение 2 сроков работы такого уровня руководителя как раз успевают проявить свои лучшие качества. Поэтому в данное время у нас как раз происходит смена главы муниципалитета с большим стажем». Значит, не проявили, да. Ну и по системе инцидент также он рассказал, как это вот работает и сколько там 1000 обращений получено. Потому что не надо говорить Радио Хабиру условно невозможно, иначе через несколько месяцев тебя с поста главы района снимут за это слово. Дожмут, да, как еще одно Есть слово. У нас еще буквально минутка. Да. Хочу обратить внимание, тоже на материал на МК-сайте вышел. Члены СПЧ потребовали уволить замминистра экологии Башкирии за кроношпан. Вот так вот. Да, Андрей Бабушкин об этом заявил. Правозащитник и член как раз СПЧ, он сказал, что рассматривали в том числе на совете вот эту проблему с кроношпаном, что с этим предприятием много жалоб связано, и вчера, то есть позавчера, получается, люди приходили на прием к членам СПЧ, рассказывали, как все это происходит, и вот далее цитата Андрея Бабушкина. Начиная с того, что, по словам наших собеседников, земля под предприятием была оформлена и выделена мошенническим путем, и заканчивая тем, что в окрестных населенных пунктах ухудшилось качество воды и выросло число онкобольных. Больше всего Бабушкина возмутил ответ чиновницы, который ему показали общественницы, приехавшие на прием. Я так чувствую, что это была, наверное, Альмира Жукова и Рамиля Саитова, потому что они обычно кроношпаном занимаются. Далее вот опять цитата Бабушкина. Люди обратились в Министерство природопользования и экологии Башкирии, попросили дать копию решения комиссии, проводившей экологическую экспертизу на кроношпане. А заместитель министра Фазылова
надо сразу отметить, что Фазыловой нет, есть Фазылов Наиль, да, мужчина, ответила, что эта информация является коммерческой тайной. По информации, которая касается экологического неблагополучия населения, не может быть коммерческих тайн, она не может быть засекречена. Я считаю, что госпоже Фазыловой нужно искать другое место работы. О как. Ну что, действительно, закончим обзор прессы. И сейчас фрагмент программы «Персонально ваш». Вчера в гостях нашей студии был бывший глава Уфы, мэр Уфы в 2003-2011 годах, ныне депутат Государственной Думы Павел Качкаев. Говорили о разных инфраструктурных проектах нашего города, но в том числе о проблеме строительства хосписа и крематория в нашем городе. Еще одна больная тема – это отсутствие хосписа в Уфе. И, кстати, равно как и крематория. Ну, правда, немножко отдельные вещи. Благотворительный фонд «Изгелек» есть. Они говорят, что у нас и деньги, и благотворители есть давно. Но город не выделяет банально участок земли для того, чтобы могли бы построить хоспис. Почему у нас так сложилось в Уфе? Обстоятельства многолетние причем. Понятно, что обстоятельства многолетние. Был у нас один инвестор, и даже был проект по строительству хосписа в районе Цветов-Башкирии, где сейчас идет застройка. Это еще при мне было. Это был где-то, наверное, тоже уже 9-10 год. Там началась проблема. Почему у нас, допустим, не строится тот же самый крематорий или кладбищу? Или мы не можем найти место для организации нормальной хранилища для мусора, грубо свалки. Хотя сегодня мы говорим, что там свалка. Дренаж, это и очистные, это и по нормативу. Не просто там мусорск. Потому что жители зачастую возражают против такого соседства. Примерно то же самое и там произошло. К вопросу, почему у нас его нет пока сегодня. Теперь к вопросу, будет ли он. Я все-таки надеюсь, что будет, потому что недавно, насколько я знаю, произошла встреча опять Радия Фаридовича с фармацией. И на сегодня Уфа ищет место под размещение хосписа, насколько я знаю, это в районе Авроры, там, где у нас перинатальный центр, вот в этом месте. Я думаю, что в ближайшем будущем этот проект все-таки будет запущен, и у нас появится хоспис. Что касается крематория, место под крематорий у нас было выделено еще где-то в 2006-2005 году. Это Восточное кладбище на выезде из Затона, которое потом пришлось нам это кладбище закрыть из-за того, что там близко грунтовые воды. Но, тем не менее, место крематория можно было построить. Не такие это уж большие затраты. Но, тем не менее, когда делали опрос общественного мнения, очень многие люди возражали против крематория. Это для россиян, я не имею для нас. Не беру национальности. Не прижились. И даже в Москве, если кто бывал на кладбищах, там, кроме, допустим, колумбариев, где урны, все-таки львиная доля людей предаются земле, а не сжигаются. Поэтому, наверное, тут надо просто сегодня работать с людьми. А с другой стороны, это, конечно, выход из положения. Потому что южные кладбища считают себя исчерпали, северные кладбища, хоть там и много очень еще территорий есть, но, тем не менее, 40-30 километров это все-таки очень приличное расстояние. Поэтому здесь, единственное, что могу ответить на этот вопрос. Это был фрагмент программы «Персонально ваш». Вчера у нас в гостях был бывший мэр Уфы Павел Качкаев, ныне депутат Государственной Думы. Этот эфир вы можете еще раз посмотреть и послушать на нашем сайте hmskaufa.ru в разделе программы, а также на нашем канале в Ютубе и в группе в Фейсбуке. Очень рекомендую, кстати, посмотреть. Мы вспомнили очень много разных проектов в Уфе, там, начиная от строительства проспекта Салавата Юлаева, как все начиналось, на чем все остановилось, за какие деньги это было построено. Восточный выезд из Уфы, трасса Уфа-аэропорт, южный там железнодорожный объезд города, сам ЖД вокзал, то есть прямо конечно же, транспорт, электротранспорт, вопросы трамваев, троллейбусов, автобусов, все прямо то, что нас волнует. Снег, разумеется, насколько он хорошо или плохо убирается в этом году. И как это было раньше, и как это должно быть в конце концов. Но, поскольку мы во фрагмент вынесли вопрос касательно хосписа и крематория, хотелось бы с вами тоже, друзья, этот вопрос более подробно обсудить. По хоспису-то понятно более-менее, да, здесь мы уже и не раз об этом говорили, а по крематорию непосредственно, мнение прозвучало, да, Павла Рюриковича о том, что в 2006 году, когда земля под строительство крематория была выделена в районе Восточного кладбища, в общем, люди не захотели этого проекта, да, реализации этого проекта, потому что, по его мнению, у нас традиция, да, республиканская, не знаю, как национальная, можно ли ее сказать, она больше подразумевает все-таки захоронение покойников в землю, да, нежели сжигание в печах крематория. Соответственно, вопрос к вам, друзья.
как мы его сформулируем? Мы, просто, да, то есть если вы считаете, что крематорий нужен нашему городу, это требование времени, в конце концов, земли все меньше и меньше, и действительно много, на ваш взгляд, тех людей, которые готовы именно вот такой способ, я не знаю, ухода в последний путь выбрать. Если вы считаете, что крематорий нам нужен, 262 72 47. Если вы считаете, что крематорий в Уфе не нужен, без него прекрасно справлялись, вообще это не наша традиция обращаться к услугам крематория, да, и, в общем, все в порядке. Надо просто увеличивать количество мест на кладбищах. 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. 262 72 47. Крематорий в Уфе нужен, и нужен давно. Это время, точнее, это вопрос, который давно созрел, и его нужно срочно решать. 262 72 47 нужен, 262 72 48 не нужен, прекрасно без него справлялись, и вообще это не наша традиция. Как быстро-то пошло, смотри-ка сразу. Много уже. На мой взгляд... Кстати, об этом меньше говорят намного, да, чем о том же хосписе. Понятно, что о живых людях, наверное, стоит говорить больше, да, в том смысле, что страдания каким-то образом нужно облегчать. А тут вроде как человек умер и умер. Но ведь, опять же, вот кладбище. На Южном кладбище у нас мест нет, еще Ирик Елалов говорил. Запустили было проект реализации нового кладбища там в районе поселков Зинина и Жилина. И в результате общественность, в общем, воспротивилась. Да не, на самом деле, это же даже с точки зрения экологии, если посудить, все-таки не самое приятное, что может быть, да, все-таки есть эти яды и прочее, и когда всплывают, уж простите за такие вещи с утра, да, когда там внезапно где-нибудь случается потоп, и кладбище плывет, и потом находит это все. Зачем это? Мы, конечно, понимаем, что все равно будет большая часть людей, да, которые будут предпочитать традиционные способы. В конце концов, да, мы республика национальная. У нас много приверженцев ислама. Это понятно. Просто если есть альтернатива, почему нет? То есть я например, честно говоря, да, конечно, наверное, рано об этом задумываться, но все об этом когда-либо задумаются. Я бы не хотела, чтобы меня закопали. То есть ты уже, в принципе, сторонница того, естественно, да. Я считаю, что, лучше там, не знаю, маленькая урночка будет где-нибудь стоять аккуратненько, да, там в цветочках, и если людям нужно куда-то прийти, то крематорий не лишает их возможности куда-то прийти, да, на ту же могилу. Но просто это будет немного компактнее все, и это будет как-то, наверное, даже симпатичнее, что ли, просто ухоженнее, потому что наше кладбище, я понимаю, что кладбище — это не место для каких-то веселья и праздниц, но они выглядят ужасно. По сравнению, не знаю, с европейскими кладбищами, где все-таки больше вот эта вот культура кремации, что ли, я не знаю, можно ли так сказать, развита, и оно компактнее, и там как-то все это приятнее выглядит даже. В пользу крематория также говорит то, что в других цивилизованных городах, крупных городах России крематорий есть. Не во всех, правда, но в большинстве соседних городов он есть, и люди пользуются его услугами, в общем, все довольны и рады. Уж насколько можно в этом контексте говорить о том, что люди довольны и рады. Голосование у нас очень активно идет, но оно в одном контексте. 262 72 47. Вы считаете, что крематорий в Уфе нужен, и здесь никаких там традиций не нужно, я не знаю, на них ссылаться, да, потому что это веяние времени, в конце концов. Это современный, я не знаю, такой способ. 21 век на дворе, традиции. 262 72 48. Нет, вы считаете, что все-таки не нужно, и правильно, что в 2006 году, как Павел Качкаев говорит, общественность вышла с инициативой против, да, и в итоге этот проект не был реализован. Хотя, кстати, по его словам, повторю, это не так уж и дорого, то есть легко Уфа могла бы себе это позволить, и позволить могла это уже давно. Просто куда-нибудь там подальше вывести его, чтобы, дым этот весь. Тетя Роз пишет, что очень сложно ей определиться даже для себя пока с этим вопросом. +7 927 34 10 51. Можете, кстати, присылать свои соображения по этому поводу. Нам только не забывайте подписываться. Будем еще... Есть у нас еще поголосовать? Итоги. Давай подводить итоги. Довольно однозначное голосование. 90% наших слушателей согласны с тем, что крематорий в Уфе нужен. Кстати, очень много проголосовавших. 10% все-таки считают, что он нам не нужен. Мы сейчас уходим на новости, после них вернемся и продолжим наш разворот.
7:30 в Москве. Здравствуйте. В студии Алексей Гусаров на Эхе Новости. Страны НАТО готовят новые меры в отношении России. Это сообщил на слушании в Конгрессе США госсекретарь Майк Помпео. Он выразил надежду, что о новых шагах будет объявлено на следующей неделе. В Вашингтоне 3 и 4 апреля пройдет министерская встреча НАТО. Цель этих мер, по словам Помпео, дать отпор тому, чем Россия занимается в Крыму и Азовском море и во всем регионе. Какие именно меры планируется ввести, госсекретарь не уточнил. Бывший министр Михаил Абызов будет содержаться в СИЗО Лефортово. Это сказал Интерфакс его адвокат Александр Аснец. Судья Басманного суда Москвы Наталья Дударь накануне арестовала Абызова на 2 месяца. Защита просила отпустить его под залог в $1 миллиард рублей или назначить домашний арест на даче в Барвихе, передает сайт Медиазона. По словам адвокатов, за Абызова готовы поручиться бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, глава Роснана Анатолий Чубайс и бывший руководитель администрации президента Александр Волошин. Судья Абызов сказал, что невиновен, готов сотрудничать со следствием. Его обвинили в мошенничестве на 4 миллиарда рублей. Россия предоставит Киргизии $30 миллионов в качестве безвозмездной помощи. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова. Деньги выделяются для поддержки государственного бюджета Киргизии. А в 2017-м Россия списала долг этой стране размером в $240 миллионов. Сегодня президент Владимир Путин полетел в Бишкек с государственным визитом. Суд в Чили обязал католическую церковь выплатить компенсации жертвам священника-педофила. Каждый пострадавший от Фернандо Карадимы должен получить по $150 тысяч. В постановлении суда Сантьяго говорится, что если священник ведет себя неподобающе, то церковь несет за это прямую ответственность. Архиепархия Сантьяго уже заявила, что не будет оспаривать это решение и считает его важным шагом в процессе восстановления справедливости и доверия к церкви. В Средиземном море мигранты захватили спасшие их судно. Около 100 человек пытались перебраться в Европу. Когда они поняли, что их собираются вернуть в Ливию, то взяли судно под контроль и направили его в сторону Мальты, передает агентство Рейтер. Власти Мальты заявили, что не позволят судну пристать к берегу. В свою очередь, премьер-министр Италии Маттео Сальвини отметил, что это не терпящие бедствия мигранты, а настоящие пираты. О валюте. Курсы Центробанка на сегодня. Доллар стоит 64 рубля 59 копеек, евро 72 рубля 72 копейки. О погоде. Днем в столице сегодня от 2 до 4 градусов тепла, переменная облачность, без осадков. Сейчас в Москве -1. Алексей Гусаров, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1... Реклама. Говорят, человек должен посадить дерево, построить дом, воспитать сына. Разумеется, не обойтись без поддержки, знаний и, конечно, финансов. Все просто. Чтоб легко финансировать, нужно верно инвестировать. Финам. Инвестируй грамотно. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» в городе Уфа, ООО «Финам Уфа». Цюрюху 75. Телефон 216 11 22. 16 апреля в зале White Hall поэт, публицист и литературный критик Дмитрий Быков расскажет все о русском анекдоте как о литературном жанре. В программе интересные вопросы, неожиданные ответы и встреча с единомышленниками. Начало лекции в 19 часов. Билеты на сайте прямая.ру и в кассах кассир.ру. Справки по телефону 8 917 348 03 50. Организатор лектории «Прямая речь». Возрастная категория 18+. Грузоперевозки от 450 рублей за час. Такси 900. От стандартных «Газелей» до пятитонников 2 900 900. В конце недели днем на Эхе Москвы в Уфе Салават Хамидуллин рассказывает об истории башкирских родов, об этнографии и о людях, о документах и о легендах, о корнях и о современности. Слушайте по пятницам в 14:35. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На Эхе Уфе новости. У микрофона Елена Черкова. Здравствуйте. Глава Центра избиркома Башкирии Хайдар Валеев покидает свой пост. Об этом со ссылкой на самого Валеева сообщает «Коммерсант». Причина увольнения не называется. Заседание Центра избиркома, на котором будет принята отставка, назначено на сегодня. Пост главы ЦИК Башкирии, по данным «Коммерсанта», может занять директор Института права Башкирского государственного университета Илона Макаренко. Хайдар Валеев возглавляет ЦИК с 2011 года. Летом прошлого года Диссернет обвинил Валеева в плагиате.
плагиате. Организация обнаружила в его докторской диссертации масштабные заимствования. В июне экспертный совет по политологии Высшей аттестационной комиссии вслед за диссертационным советом Санкт-Петербургского государственного университета рекомендовал лишить Валеева ученой степени доктора политических наук. В ноябре 2018 года Хайдар Валеев в эфире «Эхо» заявил, что отзывает свою диссертацию для ее доработки и повторной защиты. Исполняющий обязанности руководителя Следкома Башкирии Валерий Липский возбудил уголовное дело в отношении 27-летней помощницы бывшего прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина. Ранее он был арестован за взятку в 5,5 миллионов рублей. Дело возбуждено также в отношении отца помощницы. Их подозревают в посредничестве во взяточничестве. Как сообщает Следком, в декабре 2017 года сотрудница прокуратуры Советского района предложила своему коллеге из районной прокуратуры помощь в переводе в Уфу. Она рассказала, что ее отец находится в дружеских отношениях с Гарифуллиным и может попросить о переводе. В январе 2018 года отец девушки встретился с сотрудником районной прокуратуры и заявил, что за 550 тысяч рублей Гарифуллин возьмет его к себе на работу. Сейчас Следком устанавливает все обстоятельства произошедшего. Новым главным тренером футбольного клуба Уфа стал Вадим Евсеев. Вчера вечером клуб официально объявил о его назначении. До переезда в Уфу Евсеев работал главным тренером СКА Хабаровск. В уфимском клубе он сменит Дмитрия Кириченко, который работал с командой с конца 2018 года. Об отставке Кириченко стало также известно вчера. И в завершении выпуска о погоде. В Уфе сейчас солнечный, -3, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Днем до +7. Елена Черкова, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем «Уфимский разворот». Да, и сейчас мы предложим вашему вниманию интервью с Ленарой Ивановой, исполняющей обязанности вице-премьера правительства республики, вокруг ситуации, которая развивается, значит, в Салавате и роддоме. Мы поговорили буквально перед началом разворота, то есть записали интервью час назад. Сейчас предлагаем вам его прослушать. На связи со студией «Эхо Москвы» в Уфе исполняющая обязанности вице-премьера правительства республики Ленара Иванова. Здравствуйте, Ленара Хакимовна. Добрый день, Руслан. Давайте попытаемся разобраться во всей этой истории вокруг Салаватского роддома и начнем с самого начала. Как вообще произошло то, что этот роддом был отдан в концессию? Причем, насколько я понимаю, это был единственный роддом и остается таковым в городе. Так, но история на самом деле началась еще в марте 2016 года, когда в адрес правительства республики поступило предложение ЗАО «Генус», это частная компания, заключить концессионное соглашение в отношении объекта здравоохранения Салаватский городской родильный дом. Тут очень важным моментом является именно частная инициатива. То есть это, скажем так, два варианта развития событий в соответствии с законом о концессионных соглашениях. Либо это частная инициатива, и это, один алгоритм действий, либо это на конкурсной основе объявляется со стороны государства. Концедент вносит предложение о том, чтобы вот кто-то взял такой-то объект, и тогда там другой алгоритм действия. То есть в данном случае мы имеем дело именно с частной инициативой. Затем, получается, вот это все что-то там происходило. В феврале 2017 года были проведены общественные слушания в администрации Салавата. То есть все было, по закону. На всякий случай правительственная сторона направляла документы в адрес, не то что на всякий случай, это просто чтобы обезопасить, так сказать, себя от каких-то нарушений, были направлены необходимые документы, то есть все материалы в адрес прокуратуры и в управление ФАС по Республике Башкортостан. Замечаний и предложений оттуда не поступило. Затем, получается, в июле 2017 года эта информация, то есть предложение инвестора, то есть после проработки всех этих вопросов, было опубликовано в открытом доступе на официальном сайте правительства о проведении, то есть была, информация о проведении торгов. По состоянию на 23 августа заявок о готовности к участию в конкурсе ни от кого не поступило. То есть
вот таким образом как бы завершилась вот этот алгоритм процедура. Действий, и выявилось только одно, значит, юридическое лицо, то есть то самое, которое выступило с частной инициативой, которое было готово заключить это концессионное соглашение. Тут еще нужно говорить о том, что, в принципе, у нас в стране идет процесс, я бы сказала, становления государственно-частного партнерства, и со всех сторон на нас, идет режим наибольшего благоприятствования к любым, абсолютно к любым проектам ГЧП. И, соответственно, правительство с радостью, так скажем, подхватило это предложение, и на правительственной комиссии по рассмотрению поддержки приоритетных инвестпроектов уже 20 июня 2017 года было одобрено вот это, скажем так... решение, да, понятно. Решение, да. То есть, и вот как раз запущен процесс вот это, так скажем, все процедуры были запущены. То есть это было с подачи, не с подачи, а по решению, в том числе коллегиальному правительственной стороны, правительственной комиссии. В общем, цель, для чего это сделано, понятно, да? То есть приходит частный вроде капитал, ситуация должна улучшаться. Да. Государству становится немного полегче, что называется, а тут накопившихся проблем было достаточно много, то есть нужно было вкладывать много денег в ремонт, в переоборудование и так далее. То есть там морально устаревшее, физически изношенное оборудование, то есть там необходимы были вложения. И как бы логично, что правительство обрадовалось, что вот есть желающие, так скажем, с нами разделить вот эти хлопоты, так сказать, и траты. И вот такая, я так понимаю, была логика. Ленара Хакимовна, смотрите, в результате в конце прошлого, в начале этого года начались вот эти вот какие-то проблемы, да, по крайней мере, в информационном поле. Однако в результате изучения вопроса, вот примерно месяц назад правительство все-таки решило, что, несмотря на сложности, есть смысл продолжить эту концессию, и вроде как был какой-то оптимизм. Вот что происходило на тот момент? Я бы сказала, отправной точкой все-таки, наверное, является 11 октября 2018 года, когда сменилась команда, и, я так понимаю, в течение всего года 18-го, то есть это же в конце 17-го состоялось само подписание соглашения, то есть весь 18-й год они работали, я бы сказала, без особого внимания со стороны кого-либо. То есть там внутри что-то происходило, и сейчас мы выясняем, что многие, знали о том, что там непорядок, но активность это как-то не вырывалась наружу. В октябре, коллектив активизировался, и, действительно, стало очень много вообще поток просто информации и в соцсетях, и депутаты заинтересовались, и ОНФ заинтересовался, то есть все начали будировать эту тему. И на том этапе могу сказать, что вот у нас была такая какая-то спокойная уверенность, что это все абсолютно решаемо, что можно все урегулировать, и, в общем, нагнетать обстановку не нужно. И, в общем, мы со всей энергией бросились вот это все разруливать. Вот, то есть пошли у нас неоднократные встречи, то есть и министр здравоохранения выезжал туда в коллектив, с ними, именно с работниками беседовал с менеджером, беседовал с руководством самого роддома, то есть с менеджментом, пытаясь, в общем, все разногласия урегулировать. Затем это все не прекращается, то есть продолжается увольнение врачей, продолжается, то есть я постоянно получаю информацию о том, что еще уволились, расчетные листки там присылают, да, то есть, ты видишь, что это все на самом деле, не успокаивается, то есть после чего по поручению Ради Фаритовича он просил меня досконально просто вникнуть во все, разобраться. И у нас, на
получается, у меня подряд 19 и 20 февраля были встречи. То есть 19-го я встречалась непосредственно с акционерами, то есть с господином Магадеевым, ну и коллегами. 20-го уже с коллективом. 19 февраля у нас, ну, я считаю, это был ключевой такой момент. Мы договорились, я считаю, что мы договорились. То есть мы договорились, что в течение месяца мы заключаем, вот это ключевой вообще вот момент в этой истории. То есть, что дальше происходило, на самом деле совпадение просто по времени. Что в течение месяца мы урегулируем все эти проблемы и поставили, мы протокольно это все зафиксировали, 3 основных условия включения, которые необходимо включить именно в дополнительное соглашение, которое является неотъемлемой частью. Ну, то есть вы понимаете, да, что просто концессионное соглашение, получается, будет, ну, как бы пересмотрено, и вот это дополнительное соглашение, ну, дает дополнительные обязательства со стороны концессионера. Конечно. Мы включили туда 3 условия. Это зарплата, то есть чтобы она была так же, как и по указам, как в других государственных учреждениях, вернее, как в государственных учреждениях. Это возможность льготного пенсионного обеспечения за их счет, то есть не за счет государства, не за счет пенсионного фонда, потому что такого права нет. Третье – это инвестиционные вложения, то есть капремонт с более ускоренными, ну, скажем так, ну, более ускоренным графиком, чтобы было видно, что уже как бы улучшения начинаются, потому что, ну, там вообще, я так скажу, отступая, если сейчас вот трезво рассматривать условия концессионного соглашения, уж я не знаю, до какой степени так мы как бы бросаемся на инвесторов, но забывать при этом об интересах пациентов, которые здесь пострадали, то есть мы говорим о силовиках, которые вообще не имеют возможности, да, в Салавате получать услуги, потому что больше нет просто альтернативного, значит, учреждения. Об интересах медиков, то есть о сотрудниках. Понятно, то есть некая ответственность. И что в итоге через месяц вот, получается, вот эти вот интересы вообще не были рассмотрены. То есть концессионное соглашение полностью, ну, как бы выгодно только одной стороне, концессионеру. То есть государству, там, сотрудникам и пациентам оно невыгодно. Общественности вот, показалось, что в итоге решение было принято и после встречи. Ленара Хакимовна, вот месяц прошел, и как раз через месяц состоялась встреча врачей с СПЧ, да, Натальей Евдокимовой. Да, и получилось, что вот именно, вот, ну, как сказать, накануне, перед самым, вот, так скажем, истечением этого месячного срока, 19 марта, мы, ну, как бы начали, так скажем, ну, мы там, понятно, что весь месяц там будировали, но поставили вопрос ребром, что давайте уже как бы, где ваше подписанное, значит, дополнительное с вашей стороны дополнительное соглашение. В итоге то, что мы увидели, значит, те формулировки и как шел сам процесс переговоров, нас убедили в том, что, к сожалению, у нас не получится. То есть концессионер не сочел для себя возможным вот такие условия принять. То есть они посчитали, что для них это невыгодно, ну, как бы, ну, и на этом вот и все. То есть, получается, дальше просто бессмысленно было там. То есть мы дальше, чем дальше мы затягивали вот, решение этого вопроса, тем мы, в принципе, просто теряем как таковое, ну, как бы... Понимаете, да, что стены, там, оборудование само по себе без коллектива не дает возможности, ну, осуществлять эту деятельность. Поэтому мы теряли коллектив, поэтому было быстро как бы все это рассмотрено. И с учетом, что, как вы помните, на какой-то из пресс-конференций, по-моему, в «Коммерсанте», концессионер, акционеры уже заявляли о том, что они готовы выйти из этого проекта. Да. И с учетом, что от них было еще и письмо, по-моему, 31 января 2019 года в правительство о том, что они готовы расторгнуть соглашение. Поэтому мы воспользовались этим, предложили, ну, как бы, расторгнуть, вернуться к этому их предложению. На что, вот только сейчас скажу, в понедельник мы получили четкий ответ, что да, мы готовы, в общем, по соглашению сторон расторгнуть данное соглашение.
Теперь вот прошла информация, что все врачи уволились. Это что за явление? Нет, это неправда. Мы вчера туда звонили, уточняли. Это не так. На самом деле роддом работает в штатном режиме. По поводу того, что какие-то притеснения, вы понимаете, да, то есть вот такие заявления, это, надо делать проверку. То есть вот я не могу это комментировать. Получается, история вот с собранием, с видео, где врачи смеялись, это совпадение? Это совпадение, да. Я так скажу, это совпадение, но, наверное, это и, конечно же, какая-то последняя капля, да, то есть, которая переполнила. На самом деле, решение о том, чтобы расторгнуть, было принято 20 марта, когда мы уже, четко знали, что наши условия, то есть протокольное решение не было исполнено, и, в принципе, никаких надежд на то, чтобы урегулировать, уже не остается. То есть я считаю, что мы использовали все возможности со стороны правительства, предоставили все возможности концессионеру пойти навстречу и, в общем-то, продолжить работу совместно. Поясните, пожалуйста, у нас не так много времени. Вот вы писали, в том числе в Фейсбуке, да, что теперь в течение 3 месяцев роддом пока идут процедуры. По поводу будущего. Да. Значит, 3 месяца я, конечно, это взяла с запасом, чтобы не получилось, что мы обманули. То есть 3 месяца, наверное, это все-таки максимальный срок. Мы постараемся это сделать быстрее. Единственное, что меня сейчас пытают, когда вы расторгнете. Дело в том, что мы еще не расторгли. То есть 3 месяца еще не начали истекать, да, то есть сегодня еще только речь идет о политическом решении. То есть четко глава республики сказал, да, мы выходим из этого проекта. И, соответственно, мы сделаем все, чтобы максимально быстро оформить все документы, конечно же. На практике пока все-таки это оформление будет идти, то есть там это месяц или 3? Самое главное, самое долгое – это лицензия. Все остальное там достаточно быстро. Правильно ли я понимаю, что в это время роженицы не смогут там обслуживаться по родовым сертификатам? Да, они смогут, но в то же время, да, не смогут, да, здесь, наверное, однозначный ответ, поэтому будем маршрутизировать каждую роженицу либо в Стерлитамак, либо в Ишимбай. С каждой будет проведена специальная индивидуальная работа, то есть точно никого на произвол судьбы не бросим, то есть со всеми отработаем, постараемся заранее, там, где нужно привести, чтобы не было никаких у нас экстренных госпитализаций. Значит, вот концессионное соглашение, скажем так, не срослось, да, не получилось. Значит ли это, что теперь республика откажется от подобных инициатив? Или все-таки... Абсолютно нет. Во-первых, хочу сказать, что не первые мы и не последние вообще реализуем ГЧП в здравоохранении, которое не удалось, скажем так. Относительно недавно в одной из самарских, то есть в Самаре состоялось расторжение принятия концессионного соглашения. Я к тому, что вот я начала с этого, что страна только вступает на этот путь, да, то есть идет, ну, в принципе, только нарождается еще такой опыт, поэтому не вижу здесь никакой вообще трагедии. И даже более того, хочу сказать, что если есть инвесторы, которые хотели бы вот Салаватский роддом подхватить и, ну, сделать, что называется, пример такого открытого, добросовестного партнерства, мы на это готовы. То есть вот сейчас абсолютно вот такой момент, когда это возможно. И вообще по поводу других объектов тоже мы очень заинтересованы на самом деле в инвесторах. И нужно понимать, что отрасль здравоохранения, она такая благодатная для инвестиций. То есть она очень бурно развивается. Это один из, наверное, драйверов экономики в ближайшие годы. То есть это то место, куда стоит вкладывать. И тем более, что поскольку здесь очевидно, что государство свои обязательства, то есть программу государственной гарантии будет исполнять в любом случае, то есть это еще и гарантированный, я бы даже сказала, не ручеек, а такая река государственных денег, которые, точно будут поступать. А все остальное зависит от предпринимательской, так скажем, жилки, что ли, да. Вот. Но при этом чтобы понимание было
у слушателей, у вашей уважаемой аудитории, я хотела бы сказать, что республика тем самым показывает, в том числе, ну, как бы, не в том числе, то есть республика тем самым показывает свое, как бы, свою позицию по отношению к потенциальным инвесторам, что если вы приходите, то приходите, пожалуйста, с открытым забралом. Это должно быть на условиях конкуренции, открытости, прозрачности, с учетом мнения, не то чтобы мнения, с учетом интересов как жителей республики, так и профессионального сообщества. То есть, если эти условия соблюдаются, мы просто будем на руках носить таких инвесторов. То есть, мы сразу говорим, что, пожалуйста, приходите к нам и работайте у нас. То есть это каждый день мы изо всех, так сказать, возможных источников об этом говорим. И этот опыт показывает, что никакого со стороны республики, никаких гонений не было. Мы до последнего пытались урегулировать вот эти разногласия и решить эти проблемы. У нас еще буквально минута очень открыто и лояльно были настроены по отношению к организации. Вот у меня еще один вопрос, близкий к теме, да, строительство хосписа в Уфе. Да, немножко другая тема, но тоже связана с привлечением инвестиций. Я знаю, что прошли некие совещания. Какое-то решение, что-то уже понятно по этой теме? Мы дали задание городу Уфе и Уфимскому району подобрать удобный участок для размещения хосписа. Однозначно в Уфе или под Уфой будет хоспис построен. Это, скорее всего, будет частная, опять же, так скажем, инициатива. То есть мы будем обращаться именно к частным медицинским организациям с предложением вложить в это собственные средства. И также будем, естественно, поддерживать со стороны республики этот проект. То есть хоспис обязательно будет. Это то, чего не хватает Уфе. Вернее, республике. Угу. Ну и еще один тогда вопрос. Вот по Сибаю хотелось бы уточнить. Тут прошла информация, что якобы врачам, которые там осматривали людей, якобы под страхом увольнения запретили увязывать диагнозы со смогом в городе. И в результате официально ни один человек якобы не пострадал. Вы как-то можете это прокомментировать, подтвердить или опровергнуть? Вот по результатам подтверждаю, что на самом деле нет такой клинической, так скажем, зависимости там, или связи с заболеваемости с состоянием атмосферного воздуха. А то, что это получилось в результате давления на врачей, это, по-моему, вообще это такой вымысел. То есть вы вообще можете пообщаться с специалистами, с экспертами, с Центром гигиены и эпидемиологии, который при Роспотребнадзоре, у нас есть федеральное учреждение. Они очень хорошо разбираются в этой теме. Буквально недавно у нас тут речь шла о токсикологической лаборатории и так далее, чтобы вот во всем этом разобраться. В общем, я, если сильно не углубляться в это, может быть, небольшой в этом специалист, общий вывод для себя вот точно сделала, что в таких местах, где расположены такие разрезы, горные какие-то, есть открытые какие-то, то есть, вот, скажем так, есть заболеваемость, которая характерна для такой местности. Возьмите это, я не знаю, там Чили, там Германию, Республику Башкортостан, там Курганскую область. Вот это будет однотипно. То есть это абсолютно не увязано именно с непосредственным вот этим событием. Вернее так, абсолютно не скажу, я все-таки, еще раз говорю, не эксперт в этом вопросе. Но то, что мы видим, то вот давления точно никакого не оказывалось, понимаете? Мы же не виноваты в том, что это происходило. Спасибо. Это же, получается, УГМК, Ленара Хакимовна, наше время истекло. Почему мы должны на себя-то брать эту проблему? Поэтому мы были заинтересованы именно в объективной оценке состояния здоровья населения. Поэтому нет, здесь могу точно сказать, что давления никакого не было. Спасибо вам огромное. Я напомню, что на связи с нашей студией была Ленара Иванова, вице-премьер правительства Республики Башкортостан, исполняющая обязанности вице-премьера. Спасибо вам огромное и до свидания.